Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И мы будем сегодня делать расклад на тему, чего он от вас хочет. Перед вами, как обычно, три варианта. Выбирайте свой, сосредоточьтесь, подумайте о своем мужчине, спросите, чего же он от вас хочет. Сосредоточьтесь, выключите все ненужные мысли, выключите внутренний диалог и, пожалуйста, выбирайте свой вариант. Пока вы выбираете, я повторяю, напоминаю, что все новинки в инфоблоке и мои координаты. И если кому-то нужна частная консультация, тоже в инфоблоке в самом низу. Я думаю, вы выбрали, я перехожу к единичкам. Ну что, единички, смотрим вас и чего он хочет от вас. Сначала посмотрим его сегодняшнее состояние, теперешнее. Вы знаете, мужчина в состоянии такой некой клетки, отгороженности, когда он прячется от внешнего мира, прячется от любых каких-то проявлений, будь то вовне, будь то извне по отношению к нему. Ему хочется, знаете, вот он транслирует, что он такой вроде как у него все прекрасно, у него все хорошо, он на коне, но на самом-то деле нет. На самом деле здесь какие-то глубокие переживания, страхи, которые он держит внутри себя, которые он никому вовне не показывает, в том числе и вам. Вам он транслирует наоборот, что у него все прекрасно, что он мужчина в самом расцвете сил, лет и так далее и тому подобное. И внешне может проявляться у него агрессия. Он может быть нервным, может быть раздражительным, может быть холодным, может быть отстраненным, может быть постоянно погруженным в себя. И вот иногда, знаете, вот ты вроде как с человеком сидишь, разговариваешь, вроде как что-то ему рассказываешь, а потом вдруг понимаешь, что он тебя вообще не слушает, что он тебя вообще не слышит, что он вообще на какой-то своей волне, думает о каких-то только своих проблемах и погружен в себя и в свои мысли. Вот такое сейчас состояние. Что привело мужчину в это самое состояние? Неудачи какие-то трансформации неудачные. Что-то не получилось так, как он хотел. Он думал, планировал, стремился к одному, получил на самом деле совсем другое. И это как-то его подкосило, это как-то его подломило, потому что он делал прям большую ставку на те вещи, на те предметы, на те какие-то проекты, дела, договоренности, но не получил ожидаемого результата. И от этого, конечно, да, хочет показать всем, что на самом-то деле, ну ничего страшного, бывают неудачи, у каждого в жизни бывают какие-то черные серые полосы, да, но на самом деле, конечно, сильно он переживает. И от этого нервный, от этого, знаете, вот надевает маску, что он прекрасен, а на самом деле, конечно, нет. Чего он хочет от вас? От вас хочет поддержки и терпения. Хочет, чтобы вы поддерживали, хочет, чтобы вы ждали, когда же он выйдет из этого кризисного состояния, из этой кризисной ситуации, потому что он и так всеми силами пытается удержаться, пытается быть на плаву, пытается удержать то, что сейчас имеет, не потерять, что имеет. И от вас хочет именно поддержки, именно терпения, именно понимания. Хочет, чтобы вы его как-то вот подпитывали, чтобы вы его так поддерживали, чтобы вы были таким каким-то способом рядом, таким путем, чтобы он понимал, что, во-первых, конечно же, вы рядом в любой ситуации жизненной, какой бы он ни находился, это первое. А второе, вы своим вниманием, вы своей заботой будете отгонять от него страхи. Страхи и те опасения, которые он в себе поселил или которые у него были уже давно, которые некоторые страхи могут тянуться с детства, некоторые страхи он мог себе сам накрутить, сам себе надумать из-за своих, опять же, неудач, из-за того, что у него когда-то что-то не получилось, что-то не срослось. Вот от вас ждет именно
такой какой-то заботы и такого внимания, которое бы его напитывало, которое бы ему давало энергию, которое бы ему давало сил. И эта энергия, ваша теплота, она бы отгоняла от него вот страхи его и опасения. Давайте уточним, что вам нужно сделать, чтобы дать ему то, что он хочет. Вот на Таро черных котов колода уже перемешана, перетасована, чтобы уменьшить видео, потому что очень уж я просто тяну карты из тасованной колоды. Видно вам, не видно? Так, что вам нужно сделать? Смотрите, ну, во-первых, конечно же, подчеркивать, что он мужчина, что он сильный, что он добьется обязательно своего, что не нужно вспоминать прошлое, постоянно жить прошлым. Прошлое должно остаться в прошлом. Вот они, те иллюзии, те воспоминания, которые не дают этому котику, который уже сидит на чемодане, двинуться дальше. Вот он постоянно возвращается к этому самому прошлому. Вот не надо. Вот нужно ему показать, вот нужно ему сказать так, чтобы он понял, что он сильный, что он был сильным, вот был, и остается сильным, что да, сейчас непростой период у него в жизни, да, сейчас и вообще в мире мировая обстановка, она вообще непростая. Все очень сложно, все очень неоднозначно, еще и валюта у нас живет своей жизнью, так сказать, да, и, конечно же, она накладывает свой отпечаток на бизнесменах, на работе, на каких-то фирмах, организациях, ИПшниках, вот, ну, на всех, даже на простых обычных людях и пенсионерах, потому что, ну, валюта, она есть валюта, я думаю, вы сами понимаете. Вот если это касаемо бизнеса, ну, скорее всего, это бизнеса и касаемо. Если это все-таки касаемо каких-то его внутренних страхов и опасений, связанных с его личностью, с его личной жизнью, то опять же здесь вам нужно ему показать, здесь вам нужно ему продемонстрировать, тут вам нужно так себя повести, чтобы мужчина понял, что он на самом-то деле на коне, что у него на самом-то деле все хорошо, что он император, что он хозяин положения, что он силен, что он мужественен, что он, конечно же, у него есть все ресурсы, все силы, все знания, опыт, чтобы преодолеть какие-то вот эти трудности, которые сейчас на его пути возникли. А прошлое, оно, ну, неудачи бывают у всех, ничего, я рядом, я поддержу, я всегда помогу. Не нужно вот эту чашу весов перевешивать и уходить именно в прошлое. Нужно двигаться дальше, вот, и управлять, пытаться управлять ситуацией. Потому что если допустите какое-то разбалансирование, да, вот именно внутреннее, когда человек может лапки сложить и пустить все на самотек, тогда вообще ситуация будет неуправляема. А сейчас на самом-то деле он управляет ситуацией. Вот он. Вот он, император, который ситуацией управляет. Но вот эти страхи, которые мы здесь видим у него во всем раскладе, они просто не дают ему почему-то именно делать какие-то резкие шаги. Вот он постоянно взвешивает, постоянно все думает, обдумывает. И тем самым может, между прочим, терять время. Но опять же, тут такая тонкая грань. Да, нужно, конечно, взвешивать, все обдумывать, но опять же не затягивать. Управлять, направлять ситуацию, управлять этой самой колесницей, чтобы она не пошла галопом. И уточнила сразу, для чего ему это нужно, что он хочет получить в результате от вас, от ваших действий. Ну, во-первых, конечно, вы дадите ему силу, вы дадите ему энергию, вы дадите ему уверенность в себе, вы дадите ему вот этот вот самый фундамент через брак, через отношения, даже если это не брачные отношения, вы дадите ему хотя бы иллюзию того, что он все может. Вот нужно его вот именно подпитать вот вашей какой-то гибкостью, вашей энергией, вашей любовью, вашей мудростью. Вот она выпала, императрица. То есть он хочет прочувствовать, он хочет понять, что вы рядом, даже если у него не так все хорошо в делах, не так все хорошо в каких-то его, может быть, материальных вопросах. Он
готов. Он хочет, чтобы вы были ему партнером. Смотрите, здесь выпал император, здесь выпала императрица, еще и жрец, иерофант. То есть тут именно партнерство такое. Он ждет партнерства и помощи эмоциональной, моральной, такой поддержки, которая бы ему дала силу, энергию именно управлять ситуацией, потому что он может управлять, просто он сам себя может останавливать, сам себя отдергивать, что вот опять он сейчас примет неправильное решение, вот опять и потом его будут ожидать какие-то неудачи. Ну, да, бывает и такое, но все равно все мы люди, все мы учимся, все мы двигаемся, и управлять ситуацией должен он, а не ситуация им. Вот такой совет у нас дает нам карта Таро, а именно черные Таро черных котиков. Прекрасная, красивая колода. Чего я раньше на ней вам не смотрела здесь на канале. В общем-то, это был вариант для единичек, дорогие мои. Я вам желаю, конечно, терпения, гармонии, любви, взаимопонимания, взаимоподдержки. И пусть ваша жизнь все-таки будет прекрасной, чудесной, гармоничной, наполненной любовью, страстью, красотой, чудесами и волшебством. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи. Ну что, двоечки, смотрим вас и что он от вас хочет. Сначала давайте посмотрим его состояние, его сигнификатор на данный момент. Сейчас мужчина в таком состоянии некой трансформации. Мужчина убегает от проблем, мужчина прячется, и мужчина желает, чтобы вы как бы были вместе, чтобы вы были рядом, чтобы вы его поддерживали. И вот это состояние, да, того, что он не получает вашей поддержки, что он не чувствует, что вы его любите, он не чувствует, что вы рядом, приводит его в состояние вот этой самой трансформации и именно желание быть нужным и важным в этой жизни. Что его привело именно вот в это состояние? Ну вот вы знаете, во-первых, мужчина устал. Мужчина на нервах. Мужчина хотел получить одно, получил совсем другое. Мужчина планировал одно. Мужчина видел себя одним человеком, был на самом деле другим. Он осознал свои какие-то недостатки. Он осознал, что где-то он что-то не дотягивает. Осознал, что к чему-то он не готов. Просто-напросто вот пришло вот какое-то у него понимание того, что ну, не до конца он еще дорос до тех или иных задач, до тех или иных ситуаций в жизни. Было понимание, что было осознание, что причем это было осознание иллюзорное, что, во-первых, он на коне, что он все сможет, но на самом деле оказалось, что нет. И вот этот некий у него внутренний инсайт привел его к тому, что сейчас он стремится теперь быть именно мужчиной, принимать решения, нести ответственность за эти решения и, конечно же, хочет прийти к тому, что вы, как партнер, будете рядом, будете его понимать, будете его направлять, и в любой сложившейся ситуации будете всегда рядом, будете его поддерживать. Он хочет от вас партнерства, он хочет от вас признания его заслуг и того, что он настоящий мужчина, боец, воин, император, король, спортсмен и так далее и тому подобное. Вот он хочет от вас именно признания его заслуг, признания его как мужчины, признания его как вашего рыцаря, признания его как умного, самодостаточного, очень начитанного, очень какого-нибудь самостоятельного человека, мужчину, который может тянуть большой на себе груз, что этот мужчина может нести ответственность за этот груз, он может нести ответственность и за вас, и за семью, и за ваших родственников, и за ваших десятых каких-то подруг и так далее и тому подобное, что он хочет признания, что вы на самом деле видите в нем именно мужчину, императора, сильного,
мощного, властного управленца, хозяина положения. Мужчина хочет, чтобы вы поддерживали его амбиции, чтобы вы напитывали постоянно его энергией, и в каждой сложившейся обстановке вы всегда были с ним на одной сцене, вы всегда были с ним рядом, вы были его тылом, его опорой, его поддержкой. Но чтобы его заслуги, они были выше, конечно же, чем ваши. Потому что он — это как бы лицо отношений, он как бы это амбразура ваших отношений. И по его мнению, как он выглядит, как он себя подает, так и будут люди оценивать состояние, во-первых, отношений, состоятельность его, конечно же, как мужчины во всех отношениях, и в каких-то материальных успехах, и того, что на самом-то деле он для вас, он альфа, да и вообще для многих он альфа. Такой, что мужчина этот выделяется из толпы, что он такой достаточно властный, что он достаточно такой человек, на которого можно опереться, который защитит, который поддержит, который всегда подстрахует. В то же время он хочет, чтобы вы видели в нем такого нежного, романтичного, где-то человека со слабостями, конечно же, человека со своими комплексами. В то же время, да, он чтобы хочет не бояться показать вам свою слабость. Вот знаете, вот эта тоненькая грань, когда мужчина дико хочет перед вами предстать таким сильным, властным хозяином положения, и в то же время мужчина хочет иногда показать вам и слабину. И в тот момент, когда он захочет показать вам слабину, чтобы вы ему не сказали: ага, вот такой ты слабак. Нет, такого он, конечно, не хочет. Хочет именно быть самим собой, и в то же время, чтобы вы его уважали, чтобы вы его ценили, чтобы вы его почитали. Вот чего он хочет. Дальше давайте уточним на черных котиках, для чего это ему нужно. Вот что за неуверенность у него какая-то. Ну, во-первых, чтобы чувствовать, конечно, вашу любовь. Конечно же, чтобы чувствовать вашу любовь и чтобы ценили его заслуги, чтобы вы ему чуть ли не поклонялись, чтобы вы его почитали, опять же, да, чтобы вы видели в нем мастера неповторимого, чтобы вы, да и вообще не только вы, чтобы многие окружения его видели в нем именно силу, именно власть, именно чтобы его почитали, чтобы его уважали, чтобы к нему приходили за каким-то советом, чтобы он был вот именно на коне, чтобы была у него некоторая еще и популярность, востребовательность и почет извне. И, конечно, ваша любовь, она для него важна. Вот она прекрасная выпала карта, еще и сила. Тут можно еще и говорить о, чтобы, вы знаете, он в ваших глазах не упал, чтобы он в ваших глазах всегда был альфой, тем активным, страстным, огненным мужчиной, который, во-первых, успешный, во-вторых, сильный, властный, в-третьих, такой альфа-самец, который умеет обращаться с женщинами, который может доставить им удовольствие, который, в общем-то, в этом плане именно обращение женщины такой самодостаточный человек, успешный человек. И давайте еще последнее уточним, что вам нужно сделать. Спросим у карт совета, чтобы он это почувствовал, то, что он хочет. Ну, конечно же, элементарный ответ. Следовало его ожидать. В общем-то, чтобы вы были рядом с ним слабая, чтобы вы просили постоянно его помощи, чтобы вы ему приходили и говорили: дорогой, милый, я не понимаю, что мне делать, помоги мне. Или там: дорогой, милый, я мечтаю там о звезде с неба, пожалуйста, достань мне. Или: дорогой, милый, я вот хочу вот это, но не знаю, как этого добиться, боюсь сделать шаг, помоги мне, защити меня, будь мне опорой, будь мне поддержкой, направляй меня. В общем, проявите
по отношению к нему слабость. Покажите, что вы женщина слабая, и что вам нужна опора, поддержка, страховка и так далее. Что вы женщина эмоциональная, что всегда он должен быть рядом с вами такой сильной опорой и защитой, такой стеной, такой амбразурой, за которой вы всегда сможете спрятаться, отдохнуть, помечтать, вот выставить его вперед, вот он ты, иди, добывай, защищай, приноси и так далее. В общем, ваша дама, дорогие, слабость ему как бальзам на душу. Вот такой у нас получился расклад для всех тех, кто выбрал цифру 2. Дорогие мои, я вам желаю, конечно же, здоровья, терпения, гармонии, любви, процветания. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, волшебной, красивой и радостной. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и обращайте внимание на новинки. Всем пока, переходим к троечкам. Ну что, троечки дорогие, и смотрим вас. И что он хочет от вас. Начнем с того, что мы посмотрим его состояние на данный момент. Сигнификатор. Ну, мужчина в состоянии поиска. Мужчина в состоянии вот потери самого себя. Мужчина погряз в каких-то переживаниях. Мужчина запутался. Мужчина гоним какими-то страхами. Мужчина, вот знаете, такое ощущение, что он потерялся. Он не понимает уже, кто он, что он, куда ему идти, что ему делать, что он вообще на самом деле от жизни хочет, как добиться того, что он хочет. В общем, вот это полная такая прострация, знаете, когда вот он в подвешенном состоянии, и куда дальше нет ответа. Нет ответа, зато вокруг страшно, вокруг все как-то серо, вокруг все как-то туманно, непонятно, еще вот эти страхи, которые могут идти еще из детства, кстати говоря, они его еще и подталкивают и усугубляют его вот это вот все состояние болота, такой вот трясины, которая его все больше и больше затягивает. Вот такое еще может быть. И смотрите, у некоторых, кстати говоря, может быть, что мужчина может сейчас увлечься алкоголем. Обратите на это внимание. Если, ну, не у всех это может проиграться, но вполне себе может. Дальше. Что его привело к этому состоянию? Усталость, вымотанность. Вот он постоянно куда-то шел, постоянно бежал, постоянно чего-то добивался, каких-то поставленных целей, искал какой-то лучшей жизни, искал какой-то легкости, вот, денег легких, работы легкой, постоянно пытался вот этот постоянная вот эта динамика заработать, получить, чтобы было вот как-то вот в закрома побольше запихать, там, заработать. Вот это его привело к тому, что он сейчас потерялся. Вот, знаете, он потерял столько энергии, столько сил, столько своих ресурсов, что сейчас просто-напросто нет ни сил, ни той самой этой энергии, чтобы двигаться дальше, вот чтобы идти вот к этим его намеченным целям. Нет уже сил. Вот он добился какого-то успеха, и все, выдохся. Теперь он застрял на этой какой-то нише, к которой он пришел. И дальше что? Ну, получил он то, чего хотел. Дальше что? Как жить? Вот, знаете, это из той серии, когда ты долго чего-то хочешь, и не получаешь, и страдаешь, что не получается. И вот ты это получил, но тебе настолько плохо, ты настолько устал, ты столько потратил сил, столько энергии, что никакой радости, никакой энергии, никакого всплеска адреналина в крови, ничего нет, кроме осознания того, что я хочу отдыхать. Я хочу отдыхать, я хочу закрыться от всех, побыть в покое, чтобы меня никто не трогал, чтобы меня никто не трзучил, чтобы меня никто вот это вот не тискал, не вот это постоянно не дергал. Вот это вот состояние сейчас у него последствия вот этих своих активных действий он сейчас расхлебывает. А расхлебать пока что и не может. Что он хочет от вас? Хочет от вас, чтобы вы дали ему свободу,
чтобы вы его не ограничивали, чтобы вы его не упрекали, чтобы вы его не заставляли делать того, что он не хочет, чтобы он не чувствовал себя вот такой какой-то черной вороной среди лебедей, знаете, вот когда или какой-то недостойной личностью среди там какого-то класса населения. Вот хочет именно отдохнуть, хочет именно свободы, хочет, чтобы вы его не дергали, чтобы вы его не заставляли что-либо делать. От вас хочет понимания, от вас хочет заботы, от вас хочет, чтобы вы были с ним рядом в такой тяжелый для него момент. С одной стороны, хочет, чтобы вы были такой матерью, наседкой, домохозяйкой, которая и кушать сварит, и уберет, и подаст, и накормит, и напоит, и по головке погладит, и спать уложит. А с другой стороны, хочет, чтобы вы были такой секси прекрасной дамой, рядом с которой он будет чувствовать себя ого-го как. Вот это из разряда тех мужчин, которые любят похвастаться, может быть, даже не активно, но тем, что у него с ним рядом такая прекрасная, красивая, чудесная, замечательная, сексуальная, притягательная, манящая дама. Показать всему миру, всему своему окружению, что вот рядом с ним он заслужил, что он вот такой прекрасный альфа-самец. В общем, такая, некая такая показушность, что ли. Хочет, чтобы вы его принимали таким, какой он есть. Иногда, вот сейчас период, когда он хочет побыть ребеночком, чтобы за ним поухаживали, чтобы за ним, не знаю, там, слюнки подтирали, чтобы вот некого такого материнства ждет, но не перегибая палки с вашей стороны. Все равно он все-таки мужчина. Мы видим по всем вот этим картам, что он ощущает-то он себя мужчиной. Но сейчас, на данный момент его жизни, ему нужно внимание, ему нужна забота, ему нужна ласка, любовь, красота рядом с ним. И чтобы вы были именно его дамой, его партнером, его поддержкой, его опорой. И чтобы он понимал, что он с вами может и в огонь и в воду, что вы с ним на одной волне, что вы его прям понимаете. Вот такое, вот то, что он хочет. И для чего ему это нужно? Посмотрим на Таро. Для чего ему нужно именно вот то, что я вам сказала, чтобы выправлять? Ну, для того, чтобы найти себя, чтобы начать что-то заново, чтобы перешагнуть вот этот период сложный, чтобы выйти из него. Вы видите, это десяточка мечей, не как в классике, это дверь, за которую нужно выйти, и на разных языках написано «выход». Вот он хочет выйти из того кризисного момента, из того поиска, из той несознанки, неосознанности, где он сейчас пребывает. Потому что вот тут полная несознанка и непонимание, куда двигаться дальше. Вот из этой ситуации он хочет выйти. Хочет ее покинуть, потому что вот тут отшельник, и вот здесь, да, карта такая, болото, трясина, которая затягивает. То есть он в поиске того, как выйти из той сложившейся ситуации, из той атмосферы, в котором он сейчас оказался. Дальше давайте уточним, что, дорогие мои дамы, вам нужно сделать, чтобы он почувствовал то, что ему нужно, чтобы мужчина смог двигаться дальше. Два рыцаря и шестерочка жезлов. Ну что, вы должны показать, что в любом случае он на коне, что он удачлив, что он успешен, что он получит свое в любом случае. Да, немного нужно попереживать, и да, вот здесь нужно проявлять любовь, заботу и внимание. Вот прям иногда даже это делать с такой мудростью, даже если он не воспринимает, не хочет принимать от вас заботу и любовь, а может немного агрессировать, вот судя по этим картам, а может отталкивать вас, но все равно вы должны как-то вот хитро, как-то вот гибко, очень мудро подойти к этому вопросу, показать, что вы, во-первых, рядом, что вы его любите, и прям каждый день по капельке, как прям капать ему на голову и говорить, транслировать, что вы рядом, что вы его поддержите в любой сложившейся ситуации, и показать, что он, в принципе, воин, что он такой вот рыцарь,
как мы видим на этой карте. Вот здесь, да, что и вот здесь он балагур такой, и вот здесь это король все-таки, да, и вот здесь он все равно идет, все равно движется через тернии к звездам. Вот здесь тоже рыцарь мечей, он пробивается через сорняк, который ему мешает. То есть показать ему, что он в силах преодолеть все препятствия. Но сделать это нужно, ну император. И сделать это нужно очень гибко, очень, вот знаете, как вода камень точит. Вот это сейчас вот больше всего подходит вот к этим картам. Это нужно сделать ненавязчиво, дамы дорогие. Это нужно сделать уверенно, ненавязчиво и показать ему, что он может, что он управляет ситуацией. Вот, показать, что управляет. Император нам то же самое говорит, показать, что мужчина управляет ситуацией, несмотря на то, что он сейчас внутренне, эмоционально и морально в таком подвешенном, непонятном, туманном состоянии. Дать ему понять, что он на коне, что он сильный и что он хозяин положения. Все-таки несмотря ни на что, несмотря на те его переживания, которые сейчас им управляют. Именно вот эта неуверенность, вот эта вот подавленность, вот эти все страхи, сомнения, злость и так далее. Вот такой получился расклад для троек, дорогие мои. Я надеюсь, что вы его оцените. Я вам желаю любви, гармонии, процветания, богатства, благополучия, удачи, терпения. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостями, какими-нибудь яркими красками, чудесами, волшебством. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что вам канал мой интересен, важен. И, пожалуйста, оцените вот мои труды лайком, комментарием или подпиской на канал. Всех благодарю, всем пока, до встречи.